Это актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Рыболовство – один из видов природопользования и крупнейшая отрасль народного хозяйства. Сегодня мы поговорим об организации и регулировании сферы рыболовства. Гость в нашей студии Гавриил Иванов, заместитель руководителя отдела организации и регулирования рыболовства Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Гавриил Юрьевич, здравствуйте. Наших зрителей, конечно же, волнует вопрос любительской рыбалки. Где, когда и в каких водоемах это нынче разрешается? В 2020 году вступили в силу правила рыболовства, и также вообще вступил в силу федеральный закон о любительском рыболовстве. Согласно закону о любительском рыболовстве разрешается вообще свободное и бесплатное рыболовство, любительское рыболовство. На территории Якутии существует 545 участков, 177 из них речные, и они находятся вообще на всей территории республики, они сформированы, а также 365 озерных участков. А есть вот любительская рыбалка и профессиональная, правильно? Вообще существует три вида рыболовства у нас. Промышленное рыболовство, второе любительское и рыболовство в целях обеспечения традиционной хозяйственной деятельности народов, коренных малочисленных народов Севера. А что нужно, чтобы заниматься рыболовством с помощью сетей? Опять же, как я уже сказал, во-первых, нужно ознакомиться с правилами рыболовства. Правила рыболовства есть в свободном доступе в интернете, в справочниках, а также на нашем сайте, на сайте Министерства экологии. Во-вторых, ознакомившись с правилами, нужно обратиться в Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства. Это территориальный орган Федерального агентства по рыболовству. Вообще, чтобы идти и рыбачить на участок свободно-бесплатно, нужно сначала ознакомиться с правилами рыболовства, потом нужно зарегистрировать свое сетное орудие лова. То есть идти в органы рыбоохраны, зарегистрировать, получить номер поштучный и все. То есть без регистрации рыбалка будет запрещена? Да, без регистрации осуществлять любительское рыболовство запрещается. А вот этот вот свод правил, насколько он большой? Это какой-то объемный документ или ознакомиться с ним может любой желающий? Ознакомиться может любой желающий, но если смотреть, простыми словами, там 94 листа, там, в принципе, нужно дойти до раздела «Любительское рыболовство», и, в принципе, там можно очень быстро ознакомиться с ними, с положениями. То есть он в себе содержит вот эти вот три раздела, да? Нужно выбрать тот, который необходим, и с этим можно достаточно быстро ознакомиться. Абсолютно верно. А что касается, рыбачить можно и на снасти, да? Что разрешено и что запрещено использовать? Вообще запрещены, грубо говоря, запрещены вот эти электрические удочки, запрещены использование каких-то взрывных устройств и так далее. А что разрешено? Да? Разрешается сетные орудия лова, сеть обычная рыболовная, длиной 30 метров, ячея не менее 22 миллиметров. Также разрешается бредень, популярный у нас, длиной 25 метров, там параметры 10 миллиметров, ячея может быть. Также разрешается подледное рыболовство карасей на всех, изолированные озера. Карасевые же есть по республике, и получается, можно рыбачить в них с использованием длинных сетей, подледных сетей. Длина там 100 метров, ячея 40 миллиметров. И разрешаются все виды крючковых снастей, летних, зимних видов и так далее. Также разрешается, популярный вопрос был, разрешается ли заездок. Заездок разрешен, это такой частокол-перегородок, на реке, получается, и на нее устанавливается сеть, и с ловушкой, с мережой, он разрешается. Но каждая сеть должна быть зарегистрирована? Каждое сетное орудие должно быть зарегистрировано в Восточно-Сибирском теруправлении. А вот эта регистрация, она касается только сетей или, например,
спиннинг на нее тоже нужно Нет. зарегистрировать? Регистрации подлежат только сетные орудия лова. И очень большое количество вопросов бывает обычно. Что такое Федеральное агентство по рыболовству, где оно, что такое Росрыболовство, что такое рыбоохрана и так далее. Вообще в России есть такой орган, Федеральное агентство по рыболовству. Оно находится в Москве, и оно имеет в каждом субъекте свои территориальные подразделения. У нас подразделение называется Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства или рыбоохрана. Когда вот, например, я захочу зарегистрировать свою сеть, да, отправляю запрос, как долго мне может приходить ответ, или я все зарегистрировала и могу отправляться на рыбалку? Нет, нужно сначала направить, там у них есть специальная форма маркировки сетей, поштучная маркировка называется. Нужно зайти на сайт Восточно-Сибирского теруправления, там все положения написаны. Там у них свой срок рассмотрения заявок, и после того, как получите индивидуальный номер, ну и все, в принципе. А потом этот индивидуальный номер я распечатываю с собой? Распечатываете, крепите к сети, там это все написано. А примерно какой срок разрешения? Я один раз и на всю жизнь должна Да. зарегистрировать? Все, то есть один Да, раз? один раз зарегистрировали, и все, вы его используете. Если захотели вторую сетку, то, пожалуйста, тоже. Так. Или одновременно можно несколько сетей. Вы упомянули, что какой-то срок нужен для рассмотрения. То есть если я завтра собралась, например, на рыбалку и сегодня подаю, то к завтрашнему дню ответ вряд ли мне придет. Да. Сколько примерно это может занять времени? Сколько это по времени занимает, я не знаю, Ну, честно говоря. по-разному. Да, по-разному там. Хорошо. Давайте перейдем к одной из национальных особенностей Якутии. Это проведение традиционной сезонной рыбалки мунха. Проводится она повсеместно на местных озерах и объединяет, конечно же, людей. Нужно ли разрешение для его проведения на местах? Для проведения мунха, а также участия в ней специального разрешения не нужно. Нужно, опять же, как я уже сказал, ознакомиться с правилами, зарегистрировать мунха и спокойно идти рыбачить. С соблюдением суточной нормы. Суточная норма на карася составляет 250 экземпляров на человека в сутки. А если так получилось, что чуть больше экземпляров удалось выловить? Но там же на мунха традиционно участвует не один человек. Да. Там огромное количество людей, и такое количество рыбы вряд ли удастся выловить. 10 человек — это уже сколько? 2500. Так, у нас сейчас сезон еще зимней рыбалки идет, да? Расскажите, пожалуйста, где ближайшие от города Якутска участки, куда можно отправиться порыбачить? Ближайший участок для свободного и бесплатного рыболовства находится прямо под Якутском. Грубо говоря, с Даркылахской переправы вверх по течению за Табагинским мысом, не доезжая примерно 3 километра до села Тихтюр Ангаласского района. В общем, с Даркылахской переправы 50 километров вверх по течению. Точные координаты, опять же, как я уже сказал, в правилах рыболовства там все есть, расписано координаты. А места для зимней рыбалки и для летней кардинально отличаются? Нет, рыбачить можно в тех же самых рыболовных, не рыболовных, а участках, где разрешено любительское рыболовство. Гаврил Юрьевич, вы говорите, не раз уже упомянули о том, что место бесплатной рыбалки. А что за место, если правильно сказать, платной рыбалки? Наряду с бесплатными участками есть и участки для организации любительского рыболовства. То есть вы идете к организатору рыболовства, платите деньги, получаете, как он называется, индивидуальные путевки, разовые путевки. Получаете. В путевке обычно пишется срок рыболовства, количество экземпляров водных биоресурсов и все, в принципе, на их участках. Таких организаторов у нас в республике сегодня насчитывается 5. Самый крупный из них — Главрыбвод. У него есть участки в Вилюйской группе районов, в Центральной Якутии, в Алекминском районе. Также есть организаторы в Жиганском районе, в Хангаласском районе, и где-то еще. Я забыл. В Аймяконском районе.
Мгм. А если я, например, самовольно поеду на эти участки, то мне будет грозить штраф или это уже какая-то административная и уголовная ответственность? Самовольно рыбачить можно, вот как я уже сказал, на участках, где разрешено свободное любительское рыболовство. Платное рыболовство на участках организаторов рыболовных участков. И все. А крючковые снасти разрешены везде, кроме рыболовных участков для промышленного рыболовства, ну и так далее. Мгм. Насколько богаты рыбные запасы водоемов Якутии и какие рыбоохранные меры применяются для сохранения биологического разнообразия? Вообще, нам выделяется Федеральным агентством по рыболовству где-то около 10 тысяч тонн водных биоресурсов. 4 тысячи – это квотируемые виды, это ценные рыбы, плюс 1000 тонн омуля и где-то около 5000 неквотируемых видов. Ну, это щука, карась и так далее. Ежегодно рыбохозяйственная наука, есть такое понятие, это якутский филиал ВНИРО, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Они проводят ежегодный мониторинг всех водоемов республики и делают прогнозные планы на будущие годы. Это все проходит экспертизу и приходит к нам в виде приказа. И все, мы начинаем распределять водные биоресурсы. А как подсчитывается это количество водных биоресурсов? То есть вы уточнили, что для такого-то вида это столько-то тонн? Да, у них есть свои специальные методики подсчета. И каждый год осенью специалисты науки ездят на магистральные вот основные реки, начиная с Анабара, заканчивая Колымой, и делают научные исследовательские работы и делают план, прогнозный план. А вот эти вот прогнозные планы, они меняются от года к году или плюс-минус на одни и те же цифры? Ну, плюс-минус на одни и же цифры мы выходим, так как ежегодно нам выделяется около 10 тысяч тонн. Ну и можно подумать, посчитать, что особо не меняется. Особо не меняется. Мгм. Гавриил Юрьевич, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Благодарю вас. До свидания. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.